Открывая заседание Комитета по экономической политике, его председатель, депутат Резу Зантария, объяснил, что на имя спикера поступило обращение от профессионального сообщества туриндустрии Абхазии. В нем сказано, что в случае подписания межправительственного соглашения о порядке работы иностранных экскурсоводов в Абхазии, весь турпродукт будет формироваться в России, в абхазских туроператорах не будет надобности. Планируется, как изначально нам было сообщено, что изменения в законодательство Республики Абхазия. Затем были написаны от профессионального сообщества, от всех организаций туристической сферы Абхазии, президенту Абхазии, премьер-министру и в парламент, и в общественную палату. Затем была встреча с премьер-министром от турсообщества, где были озвучены уже более точные данные. Премьер-министр озвучил, что в законодательство Республики Абхазия не будут вноситься, не планируется внесение никаких изменений в этой части, но рассматриваются варианты различных соглашений, где будут какие-либо послабления. Это если кратко. С чем мы выразили полное несогласие. Какое-либо послабление для иностранных гидов на территории Абхазии не должно быть. Тем более мы приводили в пример, что на территории Российской Федерации не то, что иностранцам запрещено работать экскурсоводами, гидами, а даже между регионами не могут из одного региона в другом регионе. Да. Вице-премьер Кристина Озган объяснила, что с российской стороны пришло предложение вступить в переговоры по вопросу легализации русских экскурсоводов, потому что граждане Абхазии, являясь также гражданами России, фактически имеют право получать аккредитацию и работать экскурсоводами в России, а русские в Абхазии нет. Изначально предложение было о том, чтобы вносить изменения в законодательство Республики Абхазия, которое позволяло бы в данном случае российским гражданам осуществлять здесь экскурсионную деятельность. Сразу хочу дать небольшую оговорку, что здесь речь идет непосредственно не обо всей экскурсионной деятельности, только о категории, предпринимателей, которые классифицируются как гиды-перевозчики, которые на автотранспортном средстве вместимостью менее 9 мест совмещают в себе фактически функции водителя и экскурсовода. Это касается конкретно этой категории. Соответственно, абхазская сторона в рамках рабочего совещания, которое было здесь в июне месяце с участием представителей Минэкономразвития, озвучила свою позицию, что мы не считаем возможным вносить изменения в законодательство Республики Абхазия, потому что в данном случае, если может речь идти о международном договоре, то законодательство республики в этой сфере менять нет необходимости. Это можно урегулировать в данном случае международным договором, который должен пройти ратификацию в Народном собрании парламенте Республики Абхазия. Кристина Озган объяснила, что проект соглашения находится на начальной стадии. Члены правительства проводят встречи и консультации с представителями профессионального сообщества, чтобы вместе заложить в соглашение требования для иностранных гидов-перевозчиков и не ущемлять интересы местных экскурсоводов. Линда Ампар, представитель профсоюза «Абхазгид», объяснила, что любое послабление в отношении иностранных гидов в Абхазии приведет к полной безработице и без того плохо трудоустроенных абхазских экскурсоводов. Население Российской Федерации превышает население Республики Абхазия в 596 раз. По существу, 3 минуты, если у меня есть, если вы позволите, я озвучу. Колоссальный объем предложения вытеснит из этой сферы граждан Республики Абхазия. Напомним, что занятых в этой сфере около 30 тысяч человек. Это около 12% населения Абхазии останутся безработными. Согласно статданным, за 2022 год было аккредитовано 728 русскоговорящих экскурсоводов-гидов. Однако не более трети экскурсоводов, гидов занятых. Большая часть не может трудоустроиться. Причина – наличие нелегальных экскурсоводов-гидов из РФ, обслуживающих 90% VIP-экскурсий на микроавтобусах и минивенах. Чтобы разрешить данную проблему, мы для беспрепятственного осуществления экскурсионной деятельности гражданам Российской Федерации мы можем предложить следующее. Мы подготовим и проработаем, я имею в виду профессиональное сообщество, совместно с Министерством туризма, мы это обсуждали с министром туризма Республики Абхазия Хишбатымуразом Владимировичем, программу поддержки российских компаньонов, осуществляющих экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия. Поддержка будет заключаться в подготовке методических программ, предназначенных для индивидуальных экскурсий, поиск кадров, аккредитованных гидов
экскурсовода в Абхазии, необходимых для осуществления точечного предложения по запросу клиента. Информационная поддержка для желающих легализоваться, работать согласно законам Республики Абхазия. Содействие в организации иностранного юрлица при желании россиян работать самостоятельно. То есть россияне здесь имеют возможность либо по договору с юрлицом, либо физлицом, зарегистрированным на территории Республики Абхазия, осуществлять экскурсионную деятельность. Наше юрлицо, либо физлицо предоставляет им гида, экскурсовода, аккредитованного здесь, и они, соответственно, будут представлены здесь. Либо они сами могут открыть юрлицо и работать здесь. Еще одна представитель профсоюза «Абхазгид» Белла Джинджоли отметила, что россияне, в том числе крупные туроператоры, уже давно и вполне легально осуществляют весь спектр экскурсионных услуг на территории Абхазии. И требования о найме местного экскурсовода, по сути, единственное оставшееся ограничение. Снять напряжение в этой ситуации можно только вот таким конструктивным диалогом, связанным, основываясь на законах Республики Абхазия. Мы не должны в угоду 2, 3, 4 человекам менять закон. Это неправильно. И это не мнение турсообщества Российской Федерации. Может быть, сейчас кто-то захочет спекулировать этой темой, крупные турфирмы к этому подключаться, но изначально вопрос не в этом. Российские турфирмы, чтобы вы понимали, уже осуществляют экскурсионную деятельность крупную на территории Абхазии. Потому что, продавая продукты размещения, они продают экскурсии, к которым мы уже отношения не имеем, только посредством предоставления своих гидов. Мы участвуем в этой экскурсии. А всю оплату за экскурсионный маршрут и все остальное получает наш партнер, российский крупный туроператор. Поэтому говорить о том, что туристическая сфера Российской Федерации не представлена в экскурсионной сфере Абхазии, неправильно. Обязанность выявлять нелегальную экскурсионную деятельность в Абхазии возложена на Министерство туризма. Они проводят рейды и штрафуют нарушителей. Первое нарушение – 18 тысяч рублей, повторное – 30 тысяч рублей. Представитель Минтуризма Астамур Барцыц рассказал о том, что нарушают одни и те же. Часто мы слышим такие реплики, что 200, 300, 400, 500, 1000, 1500 нелегалов. 3 года занимаемся этим вопросом. У нас штрафов, около, скажем, в общем количестве около 59. Но по большому счету, это одни и те же. 30-40 человек, которые на регулярной основе занимаются здесь нелегальной деятельностью, если говорить о минивенах. Задачей мы, по факту, по большому счету, у нас очень маленький человеческий ресурс. В министерстве всего лишь 21 сотрудник, в отделе контроля всего лишь 5 человек. По факту сложно, но работаем в этом направлении. Динамика положительная, потому что многие из нелегалов, они сегодня хотят легализоваться, прийти в правовое русло, приходят в министерство, получают информацию, как это сделать, заключают договора с нашими экскурсионными организациями и встают на легальный учет. В ходе обсуждения проблемы выяснилось, что плановые рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных иностранных экскурсоводов не проводятся последний месяц или 2. Почему, объяснил помощник премьер-министра Дмитрий Шамба. Что касается рейдов, по этим же изменениям уполномоченным органом, кто может привлекать к ответственности, являются только должностные лица Министерства туризма. Это не может быть ни МВД, это не могут быть общественные организации. К сожалению, как часто бывает, благими намерениями дорога известно куда вымощена, были рейдовые мероприятия, когда доходило до конфликтных ситуаций, когда останавливали эти нелегальные машины, которые привозили, предлагали туристам, которые уже половину пути проследовали, пересесть в другую машину, на что они отказывались. Были случаи, когда разворачивались машины, и туристы, которые приехали в Абхазию, не доезжая до туристических мест, покидали страну. И когда мы обсуждали, и первая встреча в кабинете министров, и в пятницу была, чтобы в разгар сезона вот такие действия, которые могут будоражить и могут привести к тому, что те или иные лица, которые планируют посетить Абхазию, видя такую информацию, могут отказываться от поездок, чтобы не будоражить в курортный сезон. Есть у нас уполномоченный орган,
есть правила и процедуры привлечения к административной ответственности. Линда Ампар возразила, что механизм привлечения сотрудников МВД к рейдовым мероприятиям Минтуризма был разработан при содействии парламентского комитета по обороне, поэтому не может считаться нелегальным. Кроме того, она сама присутствовала на печально известном рейде и утверждает, что российским туристам предложили либо продолжить экскурсию на своем транспорте с абхазским гидом, либо пересесть в другие автобусы. Будучи предварительно проинструктированы гидом-нелегалом, гости Абхазии отклонили все варианты и даже не захотели разговаривать с министром туризма, который тоже присутствовал на рейде. Также Линда Ампар подчеркнула, что профессиональное сообщество полностью поддерживает Теймураза Хижба и его действия на посту министра туризма. Депутаты, в свою очередь, выразили поддержку представителям профсообщества. Я совсем недавно, вот просто, Пицунда-Сухум, у меня постоянно один маршрут. Увидел по дороге парня, остановился, куда едет? Это мой студент, прекрасный парень, сейчас имя называть не буду. Да, я хотел бы его видеть в исполнительной власти, когда он у меня занимался. Так случилось, его зарплата не высотой. Он работает непосредственно, вот так встречает, переходит границу, там садится, переезжает с ними. Работает круглый год парень молодой, круглый год, зарабатывает хорошие деньги. Не будет в нем необходимости. И таких очень много, я много таких знаю. Поэтому здесь я не вижу вообще, хотят альфарды переезжать, пусть переезжают. Ничего, не 20 тысяч, 17 заработают, дадут часть денег этому экскурсоводу. Не вижу в этом никакой проблемы. Честно, если зарабатывают, пусть зарабатывают тогда и наши граждане тоже, не только они. Это была позиция Министерства туризма, где они сказали, что они, на стороне наших отечественных гидов, экскурсоводов и так далее. Значит, как я понимаю, позиция министра была то, что он не согласен был, с этим проектом. Вообще проект в каком-то виде существует или не существует, тоже если Министерство туризма, как я понимаю, потому что сообщений, полностью информацию мы не имеем, но из того, что мы имеем, если само, профильное министерство против, тогда кто этим занимается вообще проектом в исполнительной власти, тоже интересно знать. Я солидарен с Даутом Витальевичем и с другими спикерами в отношении того, что это рынок, прежде всего для граждан Абхазии, это рабочие места. Мы всегда говорим о рабочих местах, что у нас недостаточно рабочих мест в республике. Многие наши граждане на профессиональном уровне занимаются этим, причем параллельно с другими специальностями. Я знаю огромное количество учителей, преподавателей вузов, которые летом совмещают деятельность. К сожалению, у нас нет возможности высокую зарплату платить, и они фактически на заработанные средства на протяжении всего года живут. Речь идет прежде всего об этом. Приводились аргументы в отношении гражданства и так далее. Можно множество аргументов привести. У нас есть некий перекос в силу того, что в силу наших масштабов. Поэтому в этом смысле просил бы у всех, все стороны исходить из интересов наших граждан прежде всего. В общем-то, если вы говорите, допустим, что проекта соглашения нету, но есть намерение, предлагаем исходить из того, что здесь услышано. Потому что в конечном итоге, я не знаю, какой статус будет у соглашения, если оно будет заключено, но оно придет в парламент. Здесь будут большие проблемы с его прохождением. Я в этом уверен и убежден. Участники расширенного совещания также захотели услышать мнение руководителя администрации президента. Абисалом Кварча подтвердил приверженность интересам граждан Абхазии. Вчера были у нас, здесь сидят представители именно профессионального сообщества и так далее. У нас была беседа. Я им сказал, в нашей стране вообще нет ни одной структуры, которая не заинтересована в защите собственного предпринимателя. Это задача. Тут агитировать никого не надо за это. Мы это стараемся делать. Я думаю, это вопрос разрешимый. Нужно его делать очень аккуратно, не политизируя. И мы разговаривали после встречи с представителями профессионального сообщества. У нас была встреча с министром экономики. Я думаю, министр экономики великолепно разбирается во всех тонкостях этого вопроса, знают тему, поэтому я здесь не вижу нерешаемую проблему. Но все-таки в основе, чтобы вы понимали, в наших действиях, есть все-таки главным таким базовым местом защита интересов наших предпринимателей, наших
граждан. Закрывая заседание, Резу Зантария подчеркнул, что парламент всегда готов оказать содействие, предоставить площадку для обсуждения и внести изменения в законодательство в сфере туризма, если потребуется. Надежда Боровикова, Сосрыкуагуха, Турник Камичба, Абаза ТВ.